Құрметті достар, құрметті тыңдаушылар, бүгін бізде тікелей эфирде және қонақта Алматы қаласы колледждер кеңесінің төрағасы, Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің директоры Карагулов Ерулан Серікұлы. Біздің сіздермен кездесуіміздің негізгі мақсаты техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамыту мәселелері бойынша біздің аудиторияның бірқатар сұрақтарына жауап беру, осы бағытта қандай да жаңалықтар енгізілуде, техникалық және кәсіптік білім алу үшін мектеп түлектері мен жұмыс істемейтін жастар неге үміт арта алады, және де басқа да бірқатар сұрақтарға жауап береміз. Сонымен, Ерулан Серікұлы, сізге сұрақ. Бүгін біз техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі жаңа механизм туралы қаржы студентпен бірге жүреді дегенді жиі естиміз. Бұл нені білдіреді және ол қалай жұмыс жасайды? Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті тыңдаушылар. Мен бүгін өте қуаныштымын сіздермен бірге тікелей эфирге қатысып отырғаныма. Абылайхан, сұрағыңызға рахмет. Қазіргі сұраққа келетін болсақ, қазіргі таңда техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру бірнеше жылдан бері тәжірибеден өтуде. Бұл колледждің жалпы контингентін ескере отырып, бір студентке арналған қаржыландыру сомасын ғана сене алатындығын білдіреді. Яғни, колледжді таңдап талапкер өзімен бірге колледжге қаржыландыру әкеледі. Осылайша колледжге жалпы даму үшін мүмкіндіктер пайда болады. Бұл жерде қосымша айта кетсек, тағы да көп факторлар бар. Көп факторлар рөлін ойнайды. Бірінші кезекте әрине колледждің өзінің бренд имиджімен колледждің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері тұрады. Яғни біздің тұтынушылар үшін колледждің тартымдылығы маңызды. Егер колледж білім алушылардың, ата-аналардың, әлеуметтік серіктестердің сеніміне ие болатын болса, сонда талапкер сол колледжге оқуға түсу үшін алдына мақсат қойып, міндетті түрде сол колледжді таңдай алады. Ерулан Серикович, расскажите, пожалуйста, как изменились условия в текущем году для поступления в колледжи? Сергей, спасибо за вопрос. Да, в 2021 году произошли изменения. В первую очередь это в правила формирования и размещения государственного образовательного заказа, то есть за счет бюджетного обучения. При местном исполнительном органе создается комиссия, и данная комиссия формирует госзаказ, государственный образовательный заказ по результатам потребностей в кадрах, представленный Центром занятости населения и региональной палатой Атамекен. И только после этого определяется количество абитуриентов на государственный образовательный заказ, по каким специальностям и квалификациям будет осуществляться и по каким колледжам будет распределяться государственный образовательный заказ. Особенно эти изменения коснулись по приему в колледжи на квалификации специалистов среднего звена, это технологи, менеджеры, техники и специалистов прикладного бакалавриата в высших колледжах. И именно на такие квалификации абитуриенты, то есть на специалиста среднего звена и на прикладного бакалавриата, будут подавать заявление через Национальный центр тестирования, где данным центром путем ранжирования оценок по профильным предметам в их документах об образовании будут распределять на госзаказ. По педагогическим, творческим и медицинским специальностям будут предварительно проводиться творческие или специальные экзамены в колледжах, которые тоже в последующем будут учитываться при ранжировании оценок по документам об образовании данных абитуриентов.
Также хочется отметить, что при подаче заявления в Национальный центр тестирования каждый абитуриент имеет возможность пройти профессиональную диагностику предварительно на сайте центра и может получить профессиональную рекомендацию, какая все-таки профессия больше подходит к нему. Но это носит лишь рекомендательный характер. Также при подаче в Национальный центр тестирования абитуриенту предоставляется возможность выбора 4 колледжей и 4 профессии для получения образовательного государственного заказа. То есть данное новшество как раз таки определяет для абитуриентов возможность большего выбора колледжей для поступления и возможность выбора профессий, нескольких профессий. Что касается колледжей, находящихся в сельской местности, а также организации образования духовного и религиозного направления, а также организация образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также в колледжах, где осуществляется подготовка кадров по рабочим профессиям, прием будет осуществляться по итогам фактического приема абитуриентов на базе самих колледжей, без процедуры подачи в Национальный центр тестирования. То есть прием и зачисление на рабочие квалификации и также в сельские колледжи остались без изменений и будут осуществляться непосредственно в тех же самих колледжах. Жауабыңызға рахмет. Ерулан Серікұлы, жаңа бастамалар аясында техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне демонстрациялық емтихандар деген ұғым енгізілуде. Демонстрациялық емтихандар дегеніміз не және ол не үшін қажет екенін түсіндіріп кетсеңіз? Абылайхан, рахмет сұрағыңызға. Енді сұраққа жауап берердің алдында мен негізі WorldSkills туралы бір кішкене айта кетейін деп едім мәлімет. WorldSkills дегеніміз бұл халықаралық коммерциялық емес қозғалыс. Оның негізгі мақсаты жұмысшы мамандықтарын беделін арттыру және әлемде кәсіби білім беруді дамыту болып табылатынын айта кету керек. WorldSkills International және де EuroSkills дегеніміз бұл жұмысшы мамандықтарын халықаралық чемпионаты. Осы чемпионаттарда демонстрациялық емтихандар өз орын алады. Ал енді техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде демо емтихандар бұл WorldSkills стандарттарының талаптарын сәйкес емтихан тапсырушылардың білім және біліктіліктерін және практикалық дағдыларын деңгейін анықтау. Яғни аралық немесе қорытынды аттестациялау кезінде білім алушылардың деңгейін анықтау және де сол оқу бағдарламаларын меңгеру деңгейі бағаланады. Демо емтихан негізі өзі дәстүрлі емтихандардан біраз айырмашылықтар бар, соны айта кетейін. Бұл біріншіден негізі WorldSkills, жаңа айтып кеткендей WorldSkills стандарттарының талаптарын бағалаудың заманауи мультикритериалды әдісімен пайдалану болып табылады. Және осы демо емтихандарда бағалау барысында мына студенттер мен түлектердің дайындығының сапасын және олардың мүмкіндіктеріне көз жеткізетін жұмыс берушілердің өзі және тиісті бейіндегі тәуелсіз сарапшыларды қатыса алады.
Негізі осы жұмыс берушілермен тәуелсіз сарапшылардың бағасы біз үшін өте маңызды болып тұр. Және де осы емтихан бойынша CIS бағдарламасы қолданылады. Ол Competition Information System жүйесі. Бұл емтихан кезінде бағалау мақсатында ақпаратты өңдеуге арналған халықаралық мамандырылған бағдарлама. Бұл бағдарламаны негізі жаңа айтып кеткенде World Skills International, Euroskills, Asia Skills чемпионаттарында әлемдік практикада пайдаланатын бағдарлама. Және де емтиханға арналған тапсырмаларды жұмыс берушілердің өздері жаңа айтып кеткендей тәуелсіз сарапшылар және колледж педагогтары бәрі бірігіп осы топ құрып, сол сараптамалық топ жаңағы тапсырмаларды емтихандарға дайындайды. Және де айта кететін бұл жерде емтиханның қорытындысы бойынша студенттер мен түлектерге құзыреттілік паспорт беріледі. Бұл құзыреттілік паспорт жаңағы әлемдік атауы Skills паспорт. Бұл паспорттарда, Skills паспорттарда студент түлек қанша балл және қандай кәсіби шеберлікпен дағдырушын баға алғаны көрсетіледі. Және де сол экзаменнің нәтижесі осы Skills паспорттар World Skills Қазақстанның негізгі сайтында құжат болып ендіріледі. Бұл жерде әр жұмысшы берушінің жұмысшы керек кезінде мүмкіндігі бар осы World Skills Қазақстан сайтына кіріп әр түлектердің, жаңағы студенттердің Skills паспортына қарай жұмысқа өзіне шақыруға мүмкіндіктері бар. Осындай жаңалықтар қазір ендіріліп жатыр. Былтырдан 2020 жылдан бастап осы емтихандар колледждарда ендіріліп жатыр. Жылдан жылға оның саны да, колледждің саны да, осы емтиханды қолданған колледждарда және де оқушылардың саны да көбейіп жатыр. Мамандықтар да көбейіп жатыр. Осы емтиханды пайдаланатын. Рахмет. Ерлан Серикович, в настоящее время в сфере профессионального образования часто говорят о дуальном обучении. А что вообще такое дуальное обучение и как оно реализовано в колледжах нашей страны? Спасибо за вопрос, Сергей. Дуальное обучение. Да, на сегодняшний день дуальное обучение является одним из таких актуальных вопросов в системе технического профессионального образования. Как раз таки это форма подготовки кадров, сочетающая обучение в организациях образования и с обязательными периодами практики непосредственно на предприятиях работодателей, а также предоставление рабочих мест студентам во время прохождения практики и с возможностью компенсационной выплаты обучающимся при равной ответственности работодателей, учебного заведения и самих обучающихся. Сегодня у колледжей в принципе имеются все предпосылки и возможности внедрения дуального обучения, в том числе это и нормативно-правовое сопровождение с установленными регламентами и правилами. Все мы знаем о том, что дуальное обучение является отличной возможностью для самих же работодателей подготовить под себя кадры с учетом особенностей своей деятельности, специфики, профиля. И в рамках данного подхода в обучении достигается максимальное соответствие выпускников
колледжей потребностям самих же работодателей, потребностям, то есть рынка труда. И кроме этого предприятие экономит средства на поиск и подбор кадров, их переучивание и адаптацию в производственных условиях. То есть дуальное обучение позволяет выбрать лучших студентов, и по окончании обучения выпускники колледжей будут гарантированно трудоустроены на предприятиях. То есть у наших выпускников колледжей будет больше возможностей адаптироваться в производственных условиях, у них больше конкурентная способность для трудоустройства и поиска работы. И хочется отметить, что в настоящее время дуальное обучение один из факторов экономического успеха таких стран, как Германия, Австрия, Северной Италии, Швейцарии, а также Сингапура и Южной Кореи, и также других стран с переходной экономикой. И мы смело можем говорить о том, что дуальное обучение есть результат общей ответственности, взятой на себя бизнесом и государством, колледжами и предприятиями. И при проведении дуального обучения, при внедрении дуального обучения колледжи свои рабочие учебные планы предварительно и образовательные программы в целом предварительно согласовывают с работодателями и получают также одобрение в региональной палате предпринимателей Атамикен. И в последующем образовательные программы согласовываются с индустриальным советом, созданным при самом колледже, на базе каждого колледжа, в целях соответствия данных образовательных программ, учебных планов, в том числе требованиям самих же работодателей. То есть в число индустриального совета, созданных при самих колледжах, на базе колледжа, значит, включается в состав непосредственно представителей отраслевых ассоциаций работодателей и по согласованию представителей региональной палаты предпринимателей Атамикен, а также независимые работодатели и эксперты, которые дают оценку качеству, содержанию тех же образовательных программ. Что касается города Алматы, то в настоящее время в Алматы в 43 колледжах осуществляется подготовка кадров с дуальной формой обучения совместно с 350 предприятиями, партнерами по 38 специальностям. Сегодня охват дуального обучения по городу Алматы составляет около 5000 обучающихся, что на 1300 обучающихся больше по сравнению с прошлым годом. И в то же время в 2021-2022 учебном году, в будущем учебном году, планируется увеличение охвата до 8 тысяч обучающихся по дуальному обучению. В то же время планируется увеличение обучающихся на базе 9 и 11 классов, преимущество по рабочим квалификациям и увеличение доли предприятий, готовых сотрудничать с колледжами по дуальному обучению. И в целом хочется отметить, что наши рабочие учебные планы, образовательные программы в целом по требованию работодателей в рамках дуального обучения, где учитывается прохождение производственного обучения и профессиональная практика, которая составляет от 60 и больше процентов. То есть минимум 60% должно быть практической части учебного процесса, где больше времени наши студенты находятся на рабочих местах, на предприятиях вместе с наставниками. Что касается наставников, я уже говорил о том, что были внесены
изменения, дополнения в правила дуального обучения, где будут производиться в рамках подушевого нормативного финансирования будет производиться оплата наставникам за наставничество в предприятиях. Это тоже один из механизмов по стимулированию наших работодателей, чтобы больше могли вовлекаться в процесс дуального обучения. Спасибо, Сергей. Спасибо за ответ. Ерулан Серкович, сейчас в стране бурно обсуждается проект «Жас Маман», о том, что колледжам оказывается поддержка по укреплению материально-технической базы и ряд других вопросов по модернизации. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Жас Маман». Спасибо за вопрос, Аблайхан. Да, проект «Жас Маман» – это уникальный проект по развитию всей системы технического профессионального образования по подготовке кадров для экономики страны. Еще в 2019 году в рамках реализации поручения первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева 180 колледжей и 20 вузов страны вошли в проект «Жас Маман» по 100 наиболее востребованным профессиям, а также по внедрению международного опыта подготовки квалифицированных специалистов по международным стандартам. Я хочу отметить, что в то время был отбор тех же вузов и колледжей. Я сейчас буду говорить о колледжах. Отбор проходил жесткий, где была комиссия из представителей Министерства образования Республики Казахстан, представителей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Атамекен, также независимых экспертов от работодателей. И, как уже я отметил, буду говорить непосредственно о системе ТИПО, так как я являюсь представителем данной системы. И что касается также проекта «Жас Маман», основная задача проекта «Жас Маман» – это разработка новых образовательных программ по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена. Это образовательные программы на основе международного стандарта. Также одним из задач является прохождение колледжами международной отраслевой аккредитации на соответствие требованиям тех же международных стандартов в области профессионального образования. Следующая задача – это привлечение колледж зарубежных партнеров, признаваемых на международном уровне, для обобщения опыта, в том числе обучение руководителей колледжей и педагогов колледжей. Также в задачу входит приобретение инновационно-технологического оборудования для модернизации колледжа. И что касается по городу Алматы, в рамках «Жас Маман» включены 18 колледжей, 8 колледжами уже приобретены оборудование в 2020 году, и в 2021 году сейчас планируется закуп данного оборудования по модернизации колледжей в 10 колледжах. Также в рамках проекта «Жас Маман» планируется создание центров компетенций по стандартам WorldSkills и сертификация кадров по международным отраслевым стандартам. Здесь же я хочу отметить роль центров компетенций, где будет организовываться и проводиться различные мероприятия, направленные на развитие национального движения WorldSkills Казахстан. Это касается подготовка тех же участников, студентов колледжей, это подготовка юниоров с привлечением участников со школ, это подготовка экспертов из числа работодателей, в том числе и из числа педагогов колледжей. Также одним из задач
проекта «Жас Маман». Это поднятие престижа системы технического профессионального образования и национального движения WorldSkills Казахстан. Спасибо. Ерулан Серикович, нам недавно стало известно, что в системе технического и профессионального образования будет внедряться такое понятие, как академическая самостоятельность. В чем, на ваш взгляд, заключается академическая самостоятельность в колледжах? Спасибо за вопрос. Что касается данного вопроса, в рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на третьем заседании Национального совета общественного доверия в системе технического и профессионального образования внедряется академическая самостоятельность колледжей. Также осуществляется переход на кредитную технологию обучения, внедрено уже подушевое нормативное финансирование, увеличивается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием, в том числе для категории молодежи НИИТ, для молодежи категории НИИТ и для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также сельской молодежи. И академическая самостоятельность колледжей – это в первую очередь потребность сегодняшнего дня в системе ТИПО. Это внедрение гибкости в содержании технического профессионального образования. И, к сожалению, система подготовки кадров не всегда успевает подстроиться под динамичность развития рынка труда. То есть сегодня в системе ТИПО наблюдается тот факт, как раз таки, что не успеваем мы подстроиться под требования самих работодателей. Это то, что типовые учебные планы и программы технического профессионального образования не позволяют в полной мере учитывать требования работодателей и потребности студентов. Имеется жесткая сетка учебного плана, типовых планов и программ, что не позволяет в полной мере осуществлять и внедрять дуальное обучение. Также отсутствует возможность обучаться по индивидуальным траекториям обучения студента с выходом на рынок труда. Также имеется жесткая привязка к срокам обучения, то есть обучение в колледжах составляет от 2 до 4 лет, который не позволяет получить квалификацию по потребности работодателей и в целом рынка труда. Но сегодня уже у нас имеются хорошие улучшения в части внедрения академической самостоятельности. Уже проработан механизм внедрения гибкости в содержании технического и профессионального образования, который позволяет разрабатывать образовательные программы с учетом профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. Имеется возможность использовать кредиты по результатам обучения в соответствии с международной методологией ЭКВЕТ, которые как раз таки нам рекомендуют международные партнеры. Также может осуществляться перезачет результатов обучения формального и неформального образования, внедрение оценки уровня профессиональной компетентности. Также хочется отметить, что уже сделано в рамках внедрения академической самостоятельности в колледжах. Это в первую очередь уже внесены изменения, дополнения в государственный общеобязательный стандарт образования, технического и профессионального образования, где исключены сроки обучения. Также где изменены требования к общеобразовательным дисциплинам, базовым и профессиональным модулям.
с учетом возможностей перезачетов результатов обучения формального и неформального образования, внедрение бальной системы оценивания, учет кредитов по результатам обучения и разработкой новой модели к ГОСО. Что касается бальной системы оценивания, это совершенно новый подход в оценивании, то есть система технического профессионального образования плавно переходит из пятибалльной системы оценивания в бально-рейтинговую систему оценивания. Также создан реестр образовательных программ при НАО «Талап» на базе единой информационной системы образования. Также хочется отметить, что во всех колледжах, как я уже до этого говорил, созданы индустриальные советы из числа отраслевых ассоциаций работодателей и других заинтересованных сторон, независимых работодателей, которые непосредственно участвуют в разработке образовательных программ, рабочих учебных планов и непосредственно вносят свой вклад, и колледжи уже учитывают требования тех же работодателей. И на сегодняшний день разработана методическая рекомендация по разработке образовательных программ технического профессионального образования с учетом положения нового ГОСО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills и методических рекомендаций тех же международных партнеров. Спасибо. Какое значение вы придаете профориентации и позиционированию колледжей, особенно во время карантинных мер и невозможности посетить школы? Спасибо за вопрос. Конечно, профессиональная ориентация, профориентационная работа занимает особое место в деятельности каждого колледжа. И вся система технического профессионального образования имеет многолетний опыт по профориентации молодежи, обучающихся выпускников школ, также молодежи категории НИИТ и лиц, нуждающихся в переобучении и приобретении новых профессиональных профессий и навыков. Однако, имея солидный опыт за плечами, вся система технического профессионального образования в 2020 году получила инновационный опыт по проведению работы в дистанционном формате благодаря социальным сетям, сайтам, визуальных контактов через вебинары на платформе Zoom, также других приложений. К сожалению, карантинные меры, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, все-таки дало о себе знать, и колледжам пришлось перестроиться в формат дистанционного предоставления и проведения профориентационной работы. Ведь современный SMM-маркетинг и таргетирование должны были прийти на помощь не только бизнесу, но и образованию. С моей точки зрения, основной задачей профориентации является определение горизонта развития человека, его потенциала и возможностей, которые в этом горизонте могут быть. Ведь профориентационная работа, она включает в себе не только привлечение абитуриентов в колледж, это профориентационная работа, она сопровождается в течение всего обучения наших студентов, начиная от привлечения со школьной скамьи, заканчивая его сопровождением для дальнейшего трудоустройства. Это различные подходы, консультации, предоставление правильной информации, проведение разъяснительной работы и, конечно, маркетинговых подходов профориентационной работы. Но что касается профориентации в рамках привлечения абитуриентов, конечно же, в этом случае представители колледжей непосредственно
выходят на площадку школ, где организовывают в различном формате встречи. Это, возможно, встречи информационного характера, это встречи на родительских собраниях, участие в различных внешкольных, внеклассных мероприятиях школ, а также проведение мастер-классов, тренингов для тех же потенциальных наших абитуриентов. Вот в таком формате примерно мы в 2020 году проводили. Это было немного сложно, но тем не менее весь мир перестроился в дистанционном формате, как говорится, по предоставлению своих услуг, по реализации своих целей и задач. Почему бы нам не перестроиться? Поэтому мы уже перестроились на такой формат предоставления и проведения профориентационной работы. Спасибо. А теперь, уважаемые наши подписчики и слушатели, позвольте сегодня поблагодарить Ерулана Сериковича за такие подробные ответы ко всем интересующим нас вопросам. Мы надеемся, что все получили необходимую информацию по вопросам развития системы технического и профессионального образования. Сергей рахмет. Құрметті достар, құрметті тыңдаушылар, бүгінгі осы біздің тікелей эфирімізге қатысқандарыңыз үшін алғысымызды айтқымыз келеді. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, аман есен болыңыздар. Ерулан Серікұлы, бүгінгі берген сұхбатыңызға үлкен рахмет. Құрметті достар, естеріңізге түсіре кетейін, бүгін бізде қонақта болған техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамыту мәселелері бойынша сіздердің сұрақтарыңызға жауап берген Алматы қаласы колледждер кеңесінің төрағасы, Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің директоры Карагулов Ерулан Серікұлы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.